Жители Сухума уже который год поднимают вопрос мусорного полигона на Маяке. Люди обеспокоены тем, что зловоние, исходящее от свалки, разносится на десятки километров. Им пропитаны дома и даже одежда людей. Вечером выйти невозможно. Мох валом, запах. И, знаете, бывает, что вот жгут мусор, и весь дым, все ветром, все несет туда, дышать невозможно. После закрытия Гудаутской свалки ежедневно до 50 грузовых машин привозят сюда бытовой и строительный мусор. Но никто не следит за тем, где его оставляют. Так как на полигоне нет завода по переработке мусора, все отходы должны закапывать в ямы. Но не все соблюдают это правило. Потому на свалке настоящий хаос. Разбросанные, как попало, горы мусора, стаи ворон и скотина. Я сам следил. Значит, приходят, выгружают, где попало, как попало. Здесь должен человек следить, куда выгрузил, как выгрузил, что корова приходит, дохлую корову выкидывают и уезжают. Постепенно размер мусорного полигона увеличивается. Каждая такая куча представляет собой большую опасность. Разлагаясь, мусор отравляет почву, воду и воздух. И местные жители весьма обеспокоены этим фактом. И их можно понять. Для решения проблемы мусорного полигона на Маяке создана специальная правительственная комиссия во главе с Бесланом Ешбо. Вице-премьер рассказал людям, что свалку на Маяке в ближайшее время закроют. Все решения приняты, техника едет, куплена в дороге, полигоном занимаемся. Этот вопрос мы здесь локализуем. Вот в самое ближайшее время. Что касается гудаутского мусора, я уже сказал ребятам, нам нужно время до октября месяца, до конца, чтобы его перебросить в другое место, потому что дополнительная техника нужна и подготовка полигона. Сколько времени займет это? 3 месяца, полгода? Не могу вам сейчас сказать, но это не в годы уходит. Накапливаться здесь он перестанет. Оградить мы это дело оградим, чтобы не попадало это ни в воду, ни куда-то еще. И постепенно начнем его вывозить отсюда. Вот все решения, которые нас ожидают в ближайшее время. Новый мусорный полигон будет открыт в Гулрыбском районе. Правда, точное место еще не выбрано. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.